Сегодня мы снова поговорим об Истинто, о новом эффекте под названием бамбу. Вы можете получить этот эффект, используя специальный шпатель, который я собираюсь показать вам. Но, конечно, все начинается с примус натурале. Новшество, которое мы на этот раз представляем, это именно шпатель, который может помочь нам в нанесении первого слоя Истинто. Этот шпатель имеет и зубчатую, и гладкую стороны. Так в чем же его функция? Мы будем использовать зубчатый край для нанесения продукта и другой край для его разглаживания. Зубцы позволяют точно распределить продукт, который необходим нам для первого слоя, поэтому нанесение станет намного легче, практически без лишних усилий. E quindi l'applicazione sarà molto più semplice e priva di problemi e di difficoltà. Quindi per ricapitolare, questa spatola da una parte Итак, напомним, что этот шпатель имеет зубчатый и гладкий край. Для того, чтобы нанести первый слой Истинто для Петро Спаката, Петро Дзен и других вариаций Истинто, мы будем наносить продукт, используя зубчатую сторону, а затем разгладим материал, используя гладкий край шпателя. Таким образом, мы имеем равномерное нанесение, которое дает нам преимущество для следующего шага. Uniformità di stesura che ci avvantaggia poi nella fase successiva. Отлично! Мы закончили нанесение Истинто при помощи нашего нового зубчатого шпателя. Теперь позвольте мне показать вам инструмент для создания фактуры бамбу. Это очень просто. Модель этого шпателя позволяет нам рисовать на стене. Это действительно просто, и у вас не может не получиться. Слегка надавливая на шпатель, движениями вверх и вниз наносим необходимый рисунок, удаляя излишки материала. Мы закончили нанесение шпателем этого слоя с рисунком на всю стену. Теперь следует подождать 30-40 минут, после чего слегка запрессуем этот слой для сглаживания грубых кромок с помощью распылителя с водой. Da questo spruzzino che rende il lavoro più semplice. In questa fase abbiamo appena... На данном этапе мы лишь слегка пригладили рисунок с целью удаления грубых кромок. Теперь мы должны подождать, пока все высохнет, прежде чем начать окончательную запрессовку материала перед финишным нанесением Gioia. 2 часа прошли. Теперь мы можем полировать и запрессовывать текстуру бамбу в последний раз. Прошло еще 2 часа, материал все еще влажный, и теперь настал подходящий момент для финишной полировки. Стена уже высохла, и теперь мы можем говорить о финишном покрытии. Разделим данную поверхность на 2 части, так, чтобы нанести финишное покрытие Gioia на одной половине, а воск Cera на другой. Давайте начнем с этой половины и нанесем первый слой краски Gioia, разбавленный на 30% водой.
выбрали цвет краски G2GE, также разбавленный на 30% водой. Чтобы подчеркнуть полосатый рисунок, мы снова поработаем распылителем с водой, так чтобы меньше краски осталось на поверхности и больше краски было внутри полосы. Для того, чтобы получить эффект, представленный на образце, мы рекомендуем нанести второй слой. Таким образом, конечный результат будет более насыщенным, а также более равномерным. Можно оставить так, или, как мы рекомендуем, нанести с помощью губки слой ветра, что подчеркнет глубину рисунка и для лучшей защиты. Сейчас я собираюсь показать вам, как сделать финиш с помощью воска Cera. Это действительно просто. Здесь у нас имеется уже нанесенная фактура из тинта, которая может быть цветной, но в данном случае белая. А теперь наносим воск Cera и, как всегда, полируем при помощи куска ткани. Это и есть бамбу. Вы можете найти его в этом каталоге с различными решениями. В данном случае я показал вам, как наносить его с финишем Joya, в другом случае с Cera. Вы можете использовать это в качестве вдохновения, следуйте своему чутью и творите, радуясь и наслаждаясь отличными результатами. Удачи в вашей работе! Buon lavoro!